Здравствуйте, уважаемые журналисты. Просто я хочу то, что мои коллеги-юристы сказали академическим языком на высоком академическом уровне, я хочу сказать просто простыми словами для вас. Проект Конституции, мы видим, это проект монархической и фашистской Конституции. Я не стараюсь вас шокировать, это и есть монархическая и фашистская Конституция. Почему? Это даже не латиноамериканская модель. Потому что значит латиноамериканская модель? Это там, где де юре есть какой-то баланс, но де-факто за счет контроля силовых органов, силовых структур властвует президент. Вот это латиноамериканская модель. А у нас получается и де-факто, то есть уже даже де юре властвует президент, потому что парламент это просто мальчик на побегушках, получается, а судья вообще никто, судьи это просто проститутки. Вот так и получается, если внимательно прочитать эту Конституцию. Почему фашистская Конституция? Потому что там, где говорят о неких духовных ценностях, о праве там, не о праве человека, а о праве нации, национальных духовных ценностей, это всегда фашизм, это главный признак фашизма. Поэтому я говорю, что это фашистская и монархическая Конституция. И еще я пытаюсь послать, вот через вас, может, пошли сигналы самому Садыру Джабарову, что эта Конституция создаст проблемы всем нам, но вначале она угробит его самого. Потому что 90 меньшее количество депутатов в критической, спокойной ситуации, в относительной стабильности импичмент невозможен, да? Саня об этом сказала. Но в критической ситуации, да, когда депутаты почувствуют жареное, да, очень легко какие-то силы могут через депутатов организовать прежде всего импичмент самого Садыра Джабарова. Достаточно, чтобы качнуть 60 депутатов, да, и все. То есть вначале, да, вначале будет импичмент, да, потом нам придется со всей этой кашей разбираться. Так что это прежде всего угроза для самого Садыра Джабарова.